Республика готовится к встрече Нового года. Правда, в разных муниципалитетах делают это по-разному. Так, в столице на Стефановской площади начали возводить ледяной городок. Главная ель уже наряжена. Определились в Сыктывкаре и с местами елочных базаров. Они заработают после 20 декабря. А вот торговые точки с пиротехникой уже открыли свои двери. Ежегодно их количество увеличивается перед Новым годом. За каждой из них строгий контроль. Виктория Палкина узнала секрет безопасного праздника. Понятная инструкция на русском языке и сертификат соответствия. Вот главные требования к безопасной пиротехнике. Если информацию на упаковке покупатели еще читают, то вот документы просят единицы. А зря, говорят инспекторы Госпожнадзора. Подстраховать себя должен каждый. Хотя порядок на этом рынке и навели, все же встречаются заезжие гастролеры с сомнительными петардами. Все официальные торговые точки ревизоры успеют проверить в декабре. Если раньше у нас пиротехника была в каждом ларьке, в каждом магазине, сейчас это наблюдается очень мало. То есть, соответственно, реализация идет только в специализированных магазинах для продажи пиротехнических изделий. Вот. Конечно, стараемся. Есть у нас и обращения граждан по нарушениям реализации. Ну, мы их отрабатываем, даем ответы и заключения по данному факту. К примеру, здесь нарушений не обнаружили. Проверили не только продукцию, но и работников торгового зала. Как таблицу умножения они должны знать особенности реализации пиротехники разных классов опасности. Допустим, третий класс опасности, радиус опасной зоны 30 метров. То есть в радиусе 30 метров не должно быть никого и ничего, грубо говоря. Вы также предупреждаете, что нужно пользоваться только на открытом воздухе, да, конечно, всеми классами пиротехнических изделий? Никаких домашних запусков с балкона и так далее, только открытое поле. С поиском открытого поля в столице Коми, к примеру, могут возникнуть сложности. Большинство сыктывкарских дворов не подойдут для запуска салютных батарей, ракет, фестивальных шаров. Радиус опасной зоны не менее 30 метров. Впрочем, любителей шумных праздников это не останавливает. На Стефановской площади пока слышно только шум бензопилы. Но уже скоро новогодний городок начнет притягивать компании подростков с петардами в руках. «Гулять здесь будем очень осторожно», — говорит молодая мама Ирина. Сегодня с дочкой пришли проверить, как идет подготовка долгожданных зимних развлечений. Если будут маленькие горочки и лабиринт, как обычно, потому что немножко уже приелись все детские площадки, хочется что-то такого необычного, новогоднего. Впрочем, пиротехнический ликбез приносит свои плоды. Последние 10 лет жители Коми не получали серьезных травм от салютов и ракет. Остается надеяться, что и эти новогодние праздники не испортят статистику. Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.